Зураб Вианорович Анчабадзе был крупным специалистом по истории средневековой Абхазии, без ссылок на труды которого и сегодня невозможно провести серьезное исследование по медиевистике. 22 апреля 2020 года со дня рождения ученого исполняется 100 лет. Это значимая дата для всей исторической науки Абхазии. Пройти мимо этой знаменательной даты для нашей исторической науки мы не могли. Благодаря усилиям Зураба Анчабадзе практически был снят вопрос относительно самостоятельности абхазского этноса, которую до этого неизменно пытались и относили к грузинскому этнокультурному массиву. Безусловно, некоторые взгляды ученого могут сегодня подвергаться критическому анализу и подходу. При этом необходимо учитывать контекст времени и обстоятельств, при которых приходилось работать нашим предшественникам. Исследовательской деятельности Зураба Анчабадзе был посвящен специальный доклад сессии. Его представила кандидат исторических наук, специалист по средним векам Наала Касландзе. Зураб Вианорович Анчабадзе – один из крупнейших специалистов по истории Абхазии. Его труды, сегодня можно сказать с уверенностью, являются вехой в отечественной историографии второй половины XX века и продолжают влиять на историографический процесс в 21 столетии. Научное наследие ученого отличается разнообразием, широтой тем, глубиной научного поиска. Его перу принадлежат такие работы, как «Из истории средневековой Абхазии VI-XVII век», «История и культура древней Абхазии», «Очерк этнической истории абхазского народа». Ряд работ ученого посвящены проблемам истории народов Северного Кавказа. Все темы, выбранные для исследований Зурабом Анчабадзе, взаимосвязаны. Поэтому комплекс созданных им трудов представляет собой целостное собрание. Судьба Зураба Вианоровича неразрывно связана с развитием отечественной исторической науки. Тот пласт истории, исследованием которого вплотную занимался Анчабадзе, имеет большое значение в вопросах происхождения абхазского этноса. Поле средневековой истории оказалось полем битвы за право абхазского этноса иметь свою собственную историю. В этой борьбе велика заслуга Зураба Вианоровича Анчабадзе, хотя бы уже потому, что он был одним из первых, кто вступил в полемику с грузинскими оппонентами. В рамках первого дня научной сессии были представлены различные доклады по исторической тематике. Доктор богословия Дорофей Дбар привел предварительные результаты археологических раскопок храма Святого Георгия в селе Анхуа. Центральный вход в храм, другие не обнаружены, расположен с западной стороны. Вот сейчас вы здесь видите, со смещением на север. Пока этот феномен мы не можем объяснить. Значит, в него ведут 3 ступени здесь, и внутри, вот здесь как раз видите 2 ступени. Далее, стены храма сохранились на высоте до 1 метра от фундамента. Как раз я сейчас, вот здесь вы видите, значит, и уже раскрытый сам храм. Среди докладов заявлено в повестке сессии, которая продлится 3 дня, обозначены следующие темы. Религиозная экспансия Ватикана и Абхазии, абхазская историография периода 19-20 веков, участие абхазских князей в абхазской экспедиции генерала Гессе, Абхазия в Большой советской энциклопедии и другие. Амелия Бисмарк, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.